Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах этого часа. В Горном Улусе меняют стратегию с тушения лесных пожаров. IT-компания «Майтона» выделила 30 миллионов рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии. Продолжается сбор подписей в поддержку присвоения Алдану звания «Город трудовой доблести». В Горном Улусе меняют стратегию тушения лесных пожаров. Все силы и средства, задействованные в борьбе с огненной стихией, будут скоординированы и объединены. Руководить работой по тушению лесных пожаров в Горном районе теперь будет заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Иннокентий Андросов. Персональное поручение об этом заместитель главы республиканского ведомства получил от руководителя региона Айсена Николаева сегодня на очередном заседании КЧС. На тушении пожаров в Горном районе очень много начальников, начиная от руководителей министерств, заканчивая добровольческими группами. Каждый пытается решить дела самостоятельно, но ситуация из-за этого лучше не становится, отметил Айсен Николаев на заседании КЧС. Также глава поручил провести работу по скорейшей переброске в Горный район автоколонны со специализированной техникой, включая водовозки и автоцистерны. В частности, речь шла о лесном пожаре вблизи села Магарас. Столица региона продолжает оставаться окутанной в дыму от лесных пожаров. Когда ждать улучшения, знает мой коллега Власий Сергеев. Он прямо сейчас выходит на связь со студией. Власий, каковы прогнозы синоптиков касательно задымленности? Валерия, приветствую. Как вы можете видеть, над городом по-прежнему висит дым. А синоптики ожидают улучшения ситуации с приходом циклона, который ожидается, что прибудет к Якутску послезавтра, то есть 22 июля. Подробнее о том, при каких условиях ощущается воздух, нам рассказала заместитель начальника управления по гидрометеорологии окружающей среды Татьяна Маршалик. Давайте послушаем. Антициклон у Земли стоит, да, это то есть полное отсутствие восходящих движений. Вот так же, как зимой у нас бывает туман установится, и вот он стоит у Земли почему чуть вверх, например, и там это... То есть нет условий для перемешивания с верхними слоями, то есть для того, чтобы очистить. Вот и сейчас его нагнало, этого дыма, и вроде бы ветер меняется, то на южный переходит, то на юго-восточный, но так не очищается, потому что надо просто поменять объект барический, то есть чтобы вместо антициклона у нас пришел циклон, где будут восходящие движения, где вот это начнется перемешивание, тогда воздух очистится. Что касается погоды в столице региона, то сегодня температура воздуха составляет плюс 28, плюс 30 градусов. Осадков нет, ветер в данный момент южный, но к концу дня ожидается северный ветер скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Если говорить о погоде в районах Якутии, то на большей части региона ожидаются небольшие дожди. Завтра дожди и местами грозы могут пройти на юге, в центральных, в заречных районах, а также в Оймяконском и Оленегорском Улусах. Послезавтра, 22 июля, в западных и южных районах, а также в Оймяконском Улусе ожидаются дожди, местами ливни и грозы. По прогнозам синоптиков, дожди ожидаются и в центральных и заречных Улусах в ночь с 21 на 22 июля. Ну а температура воздуха на северо-востоке, севере, северо-западе днем составит 19, плюс 24 градуса, в центральных, западных и южных районах плюс 24 и плюс 29 градусов. На этом у меня все. Валерия, передаю слово тебе. Благодарю Власий за полную информацию о погоде. Напомню, с нами на прямой связи был наш корреспондент Власий Сергеев. В связи с задымленностью в Якутске примерно на 10% увеличилось количество обращений в скорую помощь. По словам медиков, в зоне риска находятся в первую очередь дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Самые частые жалобы на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Врачи советуют без крайней необходимости не покидать дома. Если все-таки такая необходимость есть, то нужно защитить органы дыхания маской или респиратором. Помимо этого, не рекомендуется носить линзы, лучше пока перейти на очки.
продуктами горения, они имеют место быть, поэтому людям с хроническими заболеваниями нужно принимать все препараты свои, которые они обычно принимают, и также профилактировать обострение и при ухудшении состояния обращаться или к участковому врачу, или на станцию скорой медицинской помощи по телефону 103. Также Республиканский центр оказания психологической помощи ведет работу с населением в связи с действующими в регионе лесными пожарами. Как отмечают специалисты, психология людей разная, ситуацию с лесными пожарами каждый человек воспринимает индивидуально. Сегодня центр, созданный при Республиканском Минмолодежи, работает со всеми, кому необходима специализированная помощь. Помощь оказывается бесплатно и дистанционно. Обратиться в центр психологической помощи можно через администратора по номерам 35 10 46 39 91 09, а также по номеру телефона доверия 8 800 135 50. Волонтеры общественного добровольческого штаба в ближайшее время выйдут в Намский и Горный районы для борьбы с огнем. Общественники Якутии из движения «Сохраним природу Якутии» решили открыть общественный штаб для помощи в тушении лесных пожаров на территории региона. Штаб расположился по адресу город Якутск, улица Орджоникидзе, 10. Они не только собирают материальную и финансовую помощь, но и добровольческую. Сегодня им нужны люди, которые готовы выехать на борьбу с лесными пожарами. На данный момент ими собрано более 500 тысяч рублей, на которые они закупили ранцы, защитные маски, лекарства, кирзовые сапоги и прочий инвентарь. Также они отмечают, что посильную помощь начали оказывать предприниматели региона. В основном это продукты питания и хозтовары. Сейчас я здесь волонтерю, а именно проводим инвентаризацию различных товаров, медтоваров и так далее. Вот. Сейчас лично я здесь первый день. Сама немножко не понимаю, что делаю, под руководством, так сказать, другого волонтера. А вообще, моя мама меня сюда прислала, Анна Пшенникова. Она именно координатор всех выездов волонтерских на места пожаров. Сейчас очень много различных волонтерских отрядов образуются, и они разрознены друг от друга в нашем городе. Их очень много, десятки. Нам нужно всем вместе объединиться, и здесь важен не столько маркетинговый ход, да, что вот мы тушим пожары, а именно действие здесь важно. И главное их потушить совсем вместе. И тогда мы справимся с этой проблемой. IT-компания «Майтона» выделила 30 миллионов рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии. Мы верим, что стихию можно остановить, если действовать сообща. Все в наших руках, говорится в сообщении компании. Отмечается, что средства пойдут на закупку необходимого оборудования для тушения пожаров, а также на будущее восстановление лесов. Ранее финансовую помощь на тушение лесных пожаров также направил предприниматель Арсен Томский. На средства фонда для районов, где действуют лесные пожары, было закуплено необходимое оборудование. По заявке оперативного штаба республики городской администрации отправлено в Горный район 10 единиц водовозной техники для помощи в организации работ по тушению лесных пожаров. Об этом сообщил глава города Евгений Григорьев на своей странице в Инстаграм. Также на помощь в тушении лесных пожаров по соглашению с администрацией Горного Улуса предоставлен автобус для перевозки добровольцев на места дислокации огнеборцев. На сегодняшний день мы передали 90 комплектов ранцев, огнетушителей, респираторов, мотопомп, лопат и прочего инвентаря, который необходим на передовой в борьбе с огнем в лесах. По решению оперативного штаба дополнительно будут отправлены еще 10 единиц водовозной техники. В пожарах, наводнениях и других природных катаклизмах виновато глобальное потепление. Такую гипотезу выдвигают ученые космофизики. Так, аномально долгая и холодная зима в Якутии, а также пожары стали следствием изменений климата. По словам ученых Института космофизических явлений и аэрономии, среднегодовая температура за последние годы поднялась на 1 градус, что в первую очередь повлияло на северные широты. Это Якутия, Русская Арктика и Аляска. В свою очередь, пожары в Якутии и Сибири в территории могут привести к таянию вечной мерзлоты и также влиять на климат по всему миру. Вот такие вот резкие проявления катастрофически сложно предсказать. Можно лишь прогнозировать некую, так сказать, опасность. Опасность тех же лесных пожаров, используя данные метеорологических наблюдений, спутниковых наблюдений, оценить количество выпавших осадков, влажность,
состояние топлива, ну, имеется в виду горючего материала, можно оценить в баллах. Между тем, благодаря станции приема спутниковой информации, Институт космофизики проводит работы по мониторингу окружающей среды в республике. Имеющаяся на сегодняшний день на орбите группировка отечественных и зарубежных спутников позволяет покрывать территорию Якутии снимками среднего разрешения несколько раз в день с высокой оперативностью. С результатами оперативного мониторинга может ознакомиться любой желающий на сайте института. Там у нас представлено несколько разделов, соответственно, мониторинг облачности со снимками облачности, мониторинг лесных пожаров с картами пожарной обстановки за последние несколько часов, да, и сводная карта оперативной информации за последние 24 часа. В городе Вилюйске продолжается строительство первой очереди нового больничного комплекса на 73 койки с общим и хирургическим отделениями. Сегодня на строительной площадке объекта с проверкой побывала вице-премьер правительства Якутии Ольга Балапкина. В состав проекта строительства первой очереди больничного комплекса входит общий блок и хирургический блок на 26 коек. На объекте трудится 55 человек и 3 единицы техники. Строительство идет согласно плана графика. Первая очередь нового больничного комплекса будет введена в 2022 году. По итогам осмотра строящегося здания Ольга Балапкина поставила задачу не сбавлять темпов строительства. Сбор 200 тысяч подписей в поддержку присвоения Алдану звания «Город трудовой доблести» организовали в республике. В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о почетном звании «Город трудовой доблести» в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. В 1940-е годы из Алданского района на фронт призвали почти 12 тысяч человек, из них 24 герои Советского Союза. 7 алданцев были удостоены этого высокого звания за подвиги на полях сражений. А в 75-летие Победы на Аллее Славы открыли их бронзовые бюсты. Проголосовать в поддержку Алдана можно на сайте трудовойалдан.ру. Мы уверены, трудовой подвиг Золотого Алдана в годы Великой Отечественной войны достоин этого высокого звания. Вклад алданцев в дело победы уникален. На фронт ушли 11 740 алданцев, и не вернулось 7130 человек. Из 24 якутян-героев Советского Союза 7 жители Алданского района. За годы войны алданцы добыли для страны более 15 тонн золота. Именно тогда значительно укрепилась и еще выше поднялась роль Якутии, одного из центров добывающей промышленности Советского Союза. Призываю всех, кто чтит память о героических подвигах якутян и вкладе нашей республики в победу, поддержать гражданскую инициативу алданцев. Звание «Город трудовой доблести» станет достойным подарком к столетию города Алдана, промышленного первенца Якутии. Сегодня в Чульманском детском доме центре «Вектор» проживает 37 человек. Это дети от 7 до 18 лет с непростой судьбой. Круглые сироты и дети, родители которых по тем или иным причинам не могут исполнять свои обязанности в полной мере. В каких условиях проживают воспитанники «Вектора», узнавали наши коллеги из Нерюнгри. Здравствуйте, меня зовут Ильяна. Я очень приятно с вами познакомиться. Тут все весело, тут все прекрасно и красиво. Детский дом – это самый мой лучший. Самая большая семья Нерюнгринского района разместилась в уютном доме центра «Вектор» в поселке Чульман. Условия здесь максимально приближены к домашним. Большинство воспитанников с Нерюнгринского района, порядка 8 человек с республики. 15-летняя Диана Грищенко с 2 братьями и сестрой из Якутска. Здесь живут чуть больше месяца. Здесь я поняла, что семья – это не только там, где ты вырос, но и также, когда ты ее находишь сам. Здесь видно, что некоторые люди, они уже сами как образовались, как семья. Например, как наши мальчики, как они дружно общаются. Каждый воспитатель, который живет в своей группе, долго он уже становится им родным человеком, как мама, они подходят к ним с
советуются, типа как-то разговаривают. Ребята центра «Вектор» разделены по группам. Каждая группа имеет свою собственную кухню. Дети здесь увлеченные и спортивные. Условия для их реализации созданы. Спортзалы, площадки, кружки рукоделия. Все, что дети видят здесь ежедневно, будет их воспоминанием о детстве. И тем важнее для педагогов и психологов сделать мир вокруг них ярче, уютнее, комфортнее. Как дети называют, это наш волшебный коридор. То есть ребенок в зависимости от эмоционального состояния может сюда подойти, поближе, посмотреть, успокоиться. Каждый представляет себе то, что он хочет, то есть настраивает на эмоционально положительный лад и снимает какие-то напряжения именно внутренние. Светлана Курбанова руководит учреждением с сентября 2020 года и знает не понаслышке, что дети здесь особая категория, нуждающаяся в помощи. Даже самые лучшие условия не могут в полной мере заменить тепло родного дома. Но условия должны быть лучшими. Сегодня основная проблема центра «Вектор» – материально-техническое обеспечение учреждения. Ремонт в здании не выполнялся на протяжении 8 лет. Большая проблема у нас была с течью кровли. Значит, на протяжении последних 2 лет в результате дождей, таяния снега, у нас систематически заливало 2-й этаж. Ну и, соответственно, это отражалось на здоровье детей, поскольку сырость, плесень. Но на сегодняшний день, значит, благодаря отзывчивости учредителя ООО «Эльга-Уголь» Авдаляна Альберта Аликовича, эта проблема закрыта. То есть на сегодняшний день выделены денежные средства для проведения капитального ремонта кровли, косметического ремонта 2-го этажа нашего учреждения. Сегодня начинаются ремонтные работы, которые должны завершиться к 1 октября текущего года. Что очень важно, дети центра «Вектор» знают, что есть люди, которым не все равно, в каких условиях они живут. А дети – наше будущее. Кому же еще спасать планету, лететь к звездам и просто жить, мечтать, творить? Екатерина Павлова, Захар Галвин, Нерюнгри. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.